Вместо привычного рабочего дня сотрудники заповедника Эрзи вооружаются перчатками и мешками. Коллективный субботник здесь проводится на постоянной основе. Жители региона, отдохнув в выходные на природе, оставляют после себя горы мусора, а через неделю думают, что отходы исчезают сами собой. Но нет, этим приходится заниматься сотрудникам заповедной зоны. Территория вблизи башенных комплексов Хамхи и Тергим огромная, мусора много, а шквалистый ветер еще больше усложняет задачу. Чего здесь только нет: пластик, бумага, пакеты, жестяные банки. Весь этот ассортимент 30 человек трамбуют в мешки, чтобы потом загрузить в «Газель». За 20 минут заполнили 10 мешков. Как удалось узнать, субботники здесь проводят каждую неделю. Все на добровольной основе. В обязанности администрации Эрзи сбор и утилизация мусора не входит. При въезде отдыхающие оплачивают взнос в 150 рублей. Жители вот уже который год ошибочно полагают, что в эту плату входит уборка территории, даже несмотря на инструктаж и надпись в буклетах. Как вы понимаете, что там не входят коммунальные услуги, что мы должны это делать. Наши функциональные обязанности это не входит. Но мы вот единственное, что и делаем, вот эти все средства, которые мы, в общем-то, собираем, как говорят, за 150 рублей, и эти 150 рублей предназначены просто за посещение заповедника, а не для того, чтобы мы эти деньги использовали на сбор мусора. Но мы, в общем-то, в основном эти средства используем на сбор и вывоз мусора. Поэтому мы бы хотели обратиться к нашим жителям нашей республики, те, которые посещают наш заповедник, что в категорической форме нельзя бросать мусор, нельзя гадить территорию заповедника, что это является, говорят, грязно там, где не мусорят. Поэтому вот как бы мы ни убирали, как бы мы ни старались, что бы мы ни делали, какие бы мы средства ни использовали, если люди будут приезжать и вполне естественно для себя считать, что они имеют право здесь отдохнуть и после себя не оставлять мусор, то это мы никогда не добьемся того, что территория заповедника будет чистой. Сейчас самое людное время года. Отдыхать на свежем воздухе приезжают каждый день. Погода знойная. Уровень пожароопасности очень высокий, тем более, когда рядом так много сухостоя. Еще одна проблема заповедной зоны, помимо мусора, это незатушенные костры. Совсем недавно здесь отдыхали люди, а затушить костер после себя, наверное, забыли. Однако сотрудники заповедников забыли уже давно не верят. Говорят, подобная картина практически у каждой беседки. Регулярно уже лет 10 мусор дает а вы что себе позволяете? Ваш хандушаш позволять. Хадяка осала, а ямаля мусор, узита, дадохша ролики аштусваш. Заповедники ерде федерда яхаш возмущаться деш. Боколо дихр дешик муяржи оз мусор, амуяржи ашаш, авяржи ажтаха, шашта хагули дахуер. Самокадни колди мегдешанере уже ичдешик дадуци лахт. Халдях кадишаш оз ахмашан яхта мусор дайхер оз. Оз дайлар дуах камдер. Цикм яхтала дайя шашта. Я шишаж дихна, стеклянный шишаж, дачетиса, пластиковый шишаж, дачетиса ди. Галиш для мусора тогда была польза. Так разве это так красиво? Разве можно так это делать? Для отдыхающих созданы все условия для комфортного пребывания в живописном горном краю. Собрать после себя пакет с мусором и закинуть его в баки при въезде из заповедника не составит труда никому. От людей требуют совсем немного, просто беречь нашу природу и уважительно относиться к чужому труду. Идрис Ижиев, Магомед Белакиев, Новости 24.